Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ранее мы говорили о похищении Кужулова Иляса Аббасовича, 89-го года рождения, который был похищен в городе Грозном средь бела дня, где-то в середине августа этого года, и по сегодняшний день нет никакой информации о его местонахождении. То есть сегодня 6 октября, и ничего не известно, где находится Иляс и что с ним происходит. Также молчат кадыровские правозащитники, которые делают вид, что ничего не произошло, они никак не комментируют это и делают вид, что никаких похищений не было. Если человек совершил какое-либо преступление, он должен быть официально задержан, и ему должно быть предъявлено обвинение. Но в данном случае, как и в большинстве случаев похищений в Чеченской Республике, Иляс просто похищен, и никаких известий о нем нету. Также в начале сентября этого года белорусские власти передали России Имрана Саламова. И после чего он также пропал, и нет никаких известий о нем. То есть неизвестно, где он находится и что с ним происходит. Вообще ничего. Что может случиться с этими людьми? Это обычно то, что происходит в Чеченской Республике с похищенными людьми. Есть несколько вариантов. Это либо они случайно, наступив на мину, погибают, либо при попытке к бегству их убивают, либо они срываются с обрыва якобы, или что-то еще в этом роде. Либо после пыток они подписывают документ о том, что признают совершение того или иного преступления, либо делают видеообращение, что они говорят о том, что они находятся в Германии, в Шотландии или где-то еще. Либо, как в большинстве случаев это бывает, они просто исчезают. Как, например, произошло это почти 3 года назад в Наурском районе. То есть в декабре 2014 года в Наурском районе были похищены около 20 молодых парней. Их забирали прямо со двора, представляясь сотрудниками ОМВД Наурского района. Им даже не дали нормально одеться, в домашней одежде их забрали. И когда через некоторое время их родители и родственники поехали в Наурский райотдел, чтобы узнать, где их дети и по какой причине их забрали и так далее, там же в отделе родителей и родственников просто избили и выпустили, пригрозив, что если еще раз они появятся с такими вопросами или же вообще где-то будут разыскивать своих детей, то их точно так же потеряют, как и их детей. После этого родители боятся даже разыскивать своих детей. То есть представьте себе, насколько население должно быть запугано, насколько народ должен быть запуган, чтобы родители боялись искать своих детей. Конечно, они не за себя боятся, они боятся за других своих детей, которых могут также похитить, или за других родственников. И чтобы не сделать еще хуже, они просто молчат об этом. Они даже не ищут их и даже не говорят об этом похищении, боятся рассказывать об этом. Вот некоторые данные, которые нам удалось получить. Данные некоторых из этих похищенных – это Магомадов Мухаммад, Якуев Замбек, Алиев Рамзан, Алиев Аслан, Каримов Казбек, Азиев Беслан, Сулейманов Сухраб, Умаров Лечи. Вот данные только некоторых из похищенных, которые нам удалось найти. И этих похищений очень много в Чеченской Республике. Но люди, родные, боятся об этом рассказывать, и они просто молчат, в надежде, что их родных просто когда-нибудь выпустят живыми и здоровыми. И единственное, что могут люди, это по WhatsApp или в других соцсетях обращаться к ставленнику Путина, к его пехотинцу с просьбой отпустить их родных. Мы хотим напомнить, что завтра, 7 октября,
в Стокгольме, столице Швеции, перед посольством России мы проводим митинг с требованием прекратить похищение и убийство, с требованием прекратить геноцид чеченского народа. И в конце хвала Аллаху, Господу миров.